Добрый вечер, друзья! Программа «Просто вкусно». Я Петр Цепандин на канале Якутия-24. И у нас уже наступила золотая осень. Мы продолжаем серию летних передач. И к нам в гости сегодня пришел очень увлеченный человек, который коллекционер и реставратор самоваров Игорь Кудрявцев. Игорь, добрый вечер. День, вечер, ну, нас будет показывать вечером, и поэтому мы говорим добрый вечер. Да. И мы вам сегодня будем показывать, как приготовить медвежью лапу. Ага. Так называется рецепт. Правда, он из мордовской кухни, но я думаю, к местному колориту это тоже близко. Вот. Ну да. Это настоящая медвежья лапа? Ну, медвежья лапа, но из свининки. Хорошо. Она будет выглядеть как будто медвежья это лапа. Называется да, медвежья лапа, потому что она имеет форму, там конфигурацию, ну, скажем, след. Вот. Для этого нам понадобится, скажем, мясо свинины в районе там 350, может быть 400 грамм, кому как больше нравится. Вы все с собой привезли? Да, куриные яйца там 4 штучки, ну может быть кому там больше понадобится, там сыр твердых сортов, картофель в районе, скажем, 500 грамм, может быть плюс-минус, ну и чеснок там 3-4 зубчика. Чесночок для вкуса? Да, для вкуса. Все вот. ясно. Ну, давайте приступать. Да, ничего сложного здесь, в общем, нет. Мяско я заранее, конечно, порезал. Я смотрю, она у вас полосами, как стейки. Да. Ну, как и надо. То есть, вот, естественно, вот, скажем, на порционные кусочки. Ну, замотал я ее в пленочку, потому что она у меня мусор, оттаивала, затаивала там, да. В общем, для приготовления нам нужно будет эти кусочки отбить молоточком. Так, вот молоточек. Так молоточек я вам подготовил. Да, смотрите, он советский прямо. Написано рубль 20. Сделаем так. Ну вот, видите, допустим, куски мяса я подобрал так, чтобы они, ну, хоть максимально напоминали нам медвежью лапу. Ну, а название откуда происходит? Вы же сказали из мордовской. Ну, мордовский. Ну, да? как я не знаю, большая, допустим, помощь у нас интернет. Вот оттуда. Это какой-то пиар-маркетинг, наверное, да? Да нет, видимо, просто, как сказать, ну, люди готовят там. Это, в принципе, те же самые колдуны, только что внутри там не фарш или еще что-то, а мясо свинины. Ну, кому нравится, может там говядину или еще что-то. Да, долго готовится и все. Но это, в принципе, свининка у нас быстренькая. В общем, значит, отбиваем мяско там, скажем так, вот его. Вот так. Элегантно, да, вот так вот слегка, чтобы... Вот видите, она, кстати, расползается и приобретает как будто это самое, какое-то очертание, что ли. Так, ну вот мы... Вот такой тонкий вид. Ну это делается для того, чтобы мясо мягче стало, да? Да, ну оно и быстрее готовится, естественно. Опять же... Волокна разбить и все такое. Надо, в общем, нарезать куски там такие толстенькие, как написано в рецепте. Ну где-то, может, я думаю, до сантиметра, что ли. Ну, смотрите, она как... прибыла в Сейчас размере. вы будете ее на сковородке, да, по-моему? Нет, это мы пока готовим, значит, мясо предварительно. Просто подготавливаем. Да. Теперь нам нужно почистить картошечку. Так, что мы будем... Давайте, смотрите, я вам дам тарелочку, да? Вы прямо в тарелочку, а потом ее в мусор скинем. Давайте. А для быстроты решите вам помочь, может быть, да? Все 4 картошки, это все надо почистить? Я сам почищу. А вы сами хотите? Да, потому что в армии нам приходилось чистить там тоннами. Ну вот как раз об армии, да, у нас традиционный вопрос, Игорь, всегда я своим гостям задаю. Ну, наверняка интересно, да, узнать нашим телезрителям, откуда вы родом, скажем так, чьих будете? Я буду местных, Ага. потому что, да, родился здесь, ну, может быть, предки в районе там довоенных времен переселились с Киренска, с Иркутской области, да. Угу. Дедушка там у меня работал в годы войны в Лорпе. По-моему, даже начальник был какой-то, не помню я. Ну, а бабушка, дедушка, в общем, Кожевников Георгий Пантелеймонович, бабушка Кожевникова Ольга Серафимовна. Ну, она была домохозяйкой, и
было у нее 11 детей. Дожила всего 5. Ну, в те годы Да, это годы было, были ну, тяжелые, болезни, чуть ли не туда-сюда. норма считалась, Да. Ну вот в Всегда принципе, имелось, да. было много Да, детей. меня уже матушка родила в 61 году. Как раз полетел Юрий Алексеевич Гагарин. И вот все думали, как же называть. Ну вот назвали, в принципе, Игорем. Ага, вот. Полетел Юрий, назвали Игорем. Да, ну, видимо, было мало информации или что-то в этом роде. Вот я так слышал, что как будто перепутали имя. Я еще помню Так, помню. крутые знаю. наводнения в 63-64 год. Ух ты. Меня матушка отправляла на горку, где областная больница. То есть там у нее жили подруги, и на период наводнения нас туда переселяли. Я даже помню... На половодье. Да, я даже помню, что на лодке заплывали в подъезд. И основная масса жителей этого дома, там нашего, они жили на чердаке, пережидали половодье. Вот. Ничего себе. Ага. И потом, когда все это дело спало, вода ушла, мы в квартиру зашли, вот сейчас я не знаю как, ну, короче, 10 сантиметров до потолка остался уровень воды, да. А потом я даже помню, как вот начали строить дамбу эту нашу, отсыпали кразы, приезжали, высыпали там камни. Город ширился, и, конечно, защита нужна. Да, ну и где-то в году так 67-м мы переезжаем в поселок Геологов, потому что родители у меня работали в Якутсгеологии, естественно, там дали жилье, и мы там обосновались. Ну, в общем, с того момента я проживаю в поселке Геологов. Ну, я все его еще по старинке называю, потому что, хотя уже теперь улица Билибина, это самое, ну, поселок Геологов, как старое название, что ли. Закончил 8 классов и поступил в Якутский электротехникум связи. Тогда он у нас находился на Белинского, да? Старые еще эти здания. Честно говоря, я не знаю. Ну, там сейчас все застроено, там даже и, короче, где Сбербанк стоит по Октябрьской, там за ним как раз это было, этот техникум связи. Вот, закончил его в 79-м, да, начало 80-го, и осенью пошел служить. Армия. Да. Ну тогда да, независимо так, вот от того... Ее бы нам немножко бы подсушить, скажем, эту салфеточку. Тряпочку, да? Дайте. Нет, салфеточку, где она у нас Салфеточка, такая была? салфеточка, вот они у нас. Вот. Давайте побольше. Да, много-то не надо. Так. Ой-ой. Да, ничего страшного. А сухие должны быть. Ну, это еще потом, да. Сюда... Тогда же, да, в армию забирали независимо от того, да. вышка, не вышка. Не, ну мы как раз закончили, и мы уже закончили в районе, допустим, я про своих однокурсников, в районе 19 лет, потому что мы пришли учиться в 16 лет, 3 года 9 месяцев, вот оно и получилось, как раз нам уже за 19 с лишним лет. Вот, теперь, в общем, мы будем что делать? Натирать картошечку. Так, на терке. Да, крупной. Но чтобы она у нас не потемнела, мы нальем водички вот в эту емкость. То есть пока мы будем натирать, это нам позволит удалить лишний крахмал, и чтобы она, ну, не потемнела. Так, вот. ну прямо воду натирать будете. Ну, естественно, она потом она нам пригодится. Так, давайте. Крупная терочка у нас получается вот это. Так, ну где-то, в общем, таким образом мы ее поставим, чтобы не было удобно. Ну, так вот мы ее там, да, получается. Подходит? Ну, на безрыбье и этот. Из того, что есть, будем исходить. Не, нормально, да. Тут, я думаю, хорошо. были умные люди, которые придумывали такой комбайн, чтобы тут можно было. Да, вот мы ее натираем. Так, мясо у нас лежит, ждет. Так, своего момента. давайте я, наверное, немножко вас припрягу, что ли. Вы ну, да я же вам говорил, я могу помогать. Да, вы натирайте. Вы я забыл посолить и поперчить мясо-то. Оно тут все лежит. Оно должно, ну, типа мариноваться, Ну, хотя бы, ну, да, чтобы впитать все это дело. Учебку закончил, мне дали младшего сержанта, то есть уже это младший командирский состав. Да, вот, да. Не слабо. Замком взвода и начальник команды штабной машины. То есть я обеспечивал линии связи
командира полка с дивизией. Ну, на учениях. Такая была у нас, в общем, это. Ну это же проводная связь, да? Или как? Нет, Уже... засекреченная связь. Она там каждую неделю менялись кода. Ничего себе. По ЗАС, она так и называлась, засекречивающая аппаратура. Вот, то есть там, если обычный человек или там противник слушает, то там бульканье, мяуканье, солим, перчим, кому как нравится и кому как сколько нравится. Вот, в принципе. С обеих сторон. Ну, я думаю, наверное, сделаем с обеих сторон. Чуть-чуть. Потому что этот... О. Армию мы прошли, советскую. Советскую. Так, что с ней делать? Пришел, натирать его. Пришел, я уже в звании старшины. То есть за 1,5 года дослужился до старшины. Так, давайте я терочку все-таки Так. промою. Разбиваем яйца для обмакивания мяса. Так, 3 штучки разбиваем. Сыр на какой терке натереть? Все-таки Да тоже, наверное, вот. тоже на крупной, такой да? фракции, конечно, что ее там. Ему же надо будет потом растаять. Так. Разминаем. Да, как раз получится у нас с вами мужской рецепт. Крупные кусочки, крупные там. Сделаем так. Отслужил в армии и женился. Дождалась меня моя любимая. Решили, пора. Не, ну, раньше, наверное, так было принято, что молодой человек после армии, обычно все женились, создавали семьи. Ну, как-то это же у нас что были, 80-е годы. Вот. Это считало нормой? Да, конечно, нормы. Семья, работа. Вот. Со своей супругой мы, Людмила. Можешь привет передать. Любимая, сильно люблю, самое лучшее. Вот, видите, как хорошо. Не, серьезно? Но мне тоже так же. Угу. И это. Пока все хорошо. Да, мы познакомились, мне было 16 лет, ей было 13 лет, начало 14. Вот и с того момента мы, допустим, вместе. Да, по сей день, если так подумать, то ого-го, оказывается. Много как, да? Да, вроде так все не ощущаю себя там в возрасте, что, оказывается, мне уже 60, пока в зеркало не посмотришь, не ощущается. Все где-то там, кажется, что только вчера с армии пришел. Чтобы более выглядело нормально блюдо, так, значит, Эстетично. да, добавляем, скажем, к яйцам и перемешиваем. Ну, можно, наверное, ложечку или что-нибудь. Ложечку? Ну, если никому, я могу. Так. Да, так, сейчас мы перемешаем это дело. Включать. Подготавливаем плиточку. Включаем. Да, У нас одна конфорочка работает, слава богу. Сковородку, чтобы слегка Так, пошла. обжарить нам это дело. Так, ну я попробую. Я вот, наверное, Чуть-чуть не хватает. Да, нет, ну хорошо, тут картошка у нас получилась, поэтому соли, наверное. Или недосол. Недосол лучше, да, но пересолить всегда да, плохо. Хорошо. Да, Ну, а совсем, когда тоже пресная пища, как-то оно Ну, тоже. не очень. Да, Золотая середина, скажем да, так. вот у меня лично мама, она даже консервированные огурцы подсаливала. Ну, Ну, вот это доставали из банки так. Ну вот, в общем, родился, учился, женился, Так. работал. Работал. Да, работал Якутск геологии водителем, в ЕПАП-2 таксопарк тоже водителем, ну, таксист. Мгм. Вот это же звучало раньше. Тогда да. Да, директор Серебренников, папа, все его звали, вот. Потом началась наша глобальная перестройка. Как раз Перестройка, эти непонятные 90-е, годы, да. 90-е. То есть мотался туда-сюда по всяким кооперативам. Ну, как обычно, наверное, не я один такой был, многие. Вот. Ну и где-то, скажем, с 2004 года, да,
я устроился уже водителем, ну, на своем автомобиле. Якут Транснефтегаз, маленькая у нас фирма была, да? Там немножко поработал и перешел работать в Якутск вечерний дежурным водителем. Газету, вечерку. Да, то есть я развозил, скажем, журналистов на интересные репортажи там. И вечером, ну не вечером, а ночью уже забирал их, потому что когда материал сдавался, естественно, они там засиживались там до 3-4 ночи. Вот, и всех развозил, в общем, по домам. С Богдана Чижика, скорее всего, тогда, да? Они же там сидели. Где Ричпорт у нас туда? А, Ричпорт, да. Да, вот там офис. В новом этот, здании. Да, вот туда. Ну вот. Потом, ну в промежутке у меня получилось, что когда я был в поисках перестроечных, мы занимались с моим знакомым изготовлением металлических дверей. Тогда было модно на дома, на квартиры. Да, обязательно железные двери. Да. Варили сами. Да. В гараже, как все. В общем, там я научился заниматься электросваркой. Уже подходит сковородочка. Да. И где-то в 2000 году... Масло надо? Маслица, да, там чуть-чуть. Вы скажите, сколько? Ну, ложки 4, как там. Ну, так, чтобы было для обжарки. Хватит нам? Не, это маловато, наверное. Маловато? Чуть-чуть, да. Пожалуйста. Так, Предоставился мне случай, пойдет достаточно, хорошо. поработать в Союз лифтмонтаж, якутская компания. Тогда был директор Грибанов Сергей Александрович. да. Вот. Первая компания, которая лифтами. Да. И они там выиграли тендер, скажем, город, и надо было закрывать подъезды домофонными дверями. Вот с того момента все это дело и пошло. В этой должности я отработал вот до 2021 года, с 2008 года, да, в должности мастер ЦИММК. Это цех по изделию металлоконструкций. Вот. Ну и все, и с июля я ушел на пенсию. Вот. Ну, Да, заслуженная да, пенсия. Да, ну и в процессе, скажем, этого протекания времени мы с супругой, скажем, ездили своим ходом до города Волгограда. Там у нас теща, дочь там и, в общем, это. Вот. Ну и проезжая, скажем, по красотам Урала, там торгуют, оказывается, самоварами, я увидел, заинтересовался. А до этого тут, как сказать, одни люди продавали самовар. Я вот у них купил его. Здесь, Якутске, Да, первый самовар. да, и он стоял, у меня стоял, ну тоже его, видимо, затопили без воды, и он был, в общем, в непотребном виде. Вот. Ну, то есть весь потрескался, Нет, пайка просто, отошла, да, просто он это самое распаялся, то есть в него, Распаялся, пайка в отошла. него невозможно было налить воду, потому что он побежит. Ну и все, вот я, как сказать, Так, попробовал. осторожно. Так, слегка обжариваем. Вот, посмотрел там, мне, как сказать, люди сказали, ну, привозите, мы ваш самовар заберем, а свой новый вам дадим. Ну, то есть это реставрируем. Ну, это за 5000 километров везти несерьезно. Вот. Ну, и в 2012-13 год загорелся я приобрести самовар. Чаи просто любите или почему? Да, я ленский водохлеб, так меня называли, потому что Ничего себе. чай люблю. Ну, кроме чая, другого напитка для меня не существует. Ух ты. Да. И поэтому именно самовары, да? Только потому что любовь к чаю. Ну, скорее всего, да. Да, потому что Нет, вот, да, бывают же люди увлеченные, да? Да, и- Мне всегда интересно, каким образом это происходит, да? Ну, какого перепуга? Вот. Вдруг самовары, Вот, подошли к самому главному да? и докладывайте. Почему именно самовары? Да. Какого черта, типа? Да. Вот. Увидел я в интернете самовары и решил приобрести. Извиняюсь. Здесь опять человек продавал самовар. Старинный, царский Берты Густавны Тейли. Как раз нам еще хватит на ту сторону. Так. Ну и все. Картошки нам ровно хватило. Ага. Да, и это самое. Опять что получается? То есть мы его, скажем, привозим. А может быть, вот эти пока оставить, да? Пара жарится, а потом и мы их пустим. Да, точно, правильно? точно. Ну, пока подготовьте, я вас... Немножко вышел из темы. Забыл, Хорошо? да. Ага. И это самое, ну, заливаем воду,
затапливаем, а он побежал. Ага, вот так вот было. О, так, все было правильно. Я огорчился до невозможности. Опять залажу в интернет, нахожу самовар. Слава богу, уже интернет уже появился. Да, великая сила. Да. Ага. Ну и все, значит, покупаю. Довольные, мы там некоторое время им жестко пользовались этим самоваром. Но в итоге оказалось, что для 2 человек, ну то есть мы в основном с супругой его вскипятили, вот такой вот, как вот у вас, вот там 7 литров, да. Ну, сели мы, чай попили, ну выпили мы там по кружечке, да. Много кипятка, но благо дело, живем там в частном доме, супруга этим делом посуду мыла туда-сюда, то есть все пригодилось. Давайте. Угу. Опять интернет, молоток, аукцион. Там продают все, чего кому надо. Нахожу я там самовар. Хороший, тампаковый. Тампаковый это имеется в виду. Допустим, все самовары у нас латунные. Угу. Материал, латунь. Да, они изготовлены из латуни. А тампаковый, латунь это у нас сплав меди с цинком, там в пропорциях я сейчас не скажу сколько, ну вот в итоге... 370. Ну да, вот. В тампаковых там больше 80% меди. И в итоге самовары получаются с таким с красным отливом, ну и они, в общем, ценные. Ну, более... Ценнее. Ценнее, да. Вот. Ну, довольные, радостные. И еще он оказался мало использованный, этот самовар, он практически был новым. Вот, ну или там его по мере возможности топили, наверное, чуть-чуть. Вот. О, красота. Ну да, вот с боков-то немножко больше она у нас с вами. Ну, ничего, ничего. Ага, вот. Так, Ну, ну, видишь, ничего, что руками, в принципе, руки чистые. И опять получился небольшое расстройство. Оказалось, мы же, допустим, сейчас современные кружки и чашки, они высокие, Ну, да. а самовар маленький, низкий. То есть вот эта кружка, подносик, Не пролазай. да, она подныривает, но когда с кипятком ее надо вытаскивать, вот так. все. Ну все, Ну, куда-то на подстамент поставить. Чуть ли не. ну да, или его повыше сделать. Ну, что-то я, может быть, немножко не додумался или не догадался. Но не в том суть. Покупай следующий самовар. Так. Уже пошло коллекционирование. Да, начало. уже несколько штук. А так как набирается энное количество вещей, и там у меня присутствует несколько самоваров, которые у нас с вами не рабочие, опять захожу в интернет. Может, как-то их, да. Да, там есть, рихтануть. допустим, не, ну там, допустим, есть раздел реставрация самоваров. Угу, там, значит, сидит Михальченко Виктор, и преподает, скажем... Ну, то есть мастер, да? Он? Да, ну он там наглядно показывает, как чего. Ну вот попробовал я, и, естественно, попробовал изначально там на таких... Спасибо. Горелочки газовые, туда-сюда, ну, в общем, скажем, кустарным способом. Ну, то есть из того, что есть, как бы попробовать. Да, ну, сделал, получилось. Ух. Да. Так. Естественно, там рихтовка, пайка, туда-сюда, все это дело. Вот. Все, потом приобрел, значит, нормальный сварочный аппарат. На водороде он называется там гидролизная. Первый, кто на меня обратил внимание из прессы или из медиа, как сказать, окружения, Истафьев Леша. Он приехал ко мне, взял интервью, там газетка «Якутск вечерний». Ну и все, и народ, как сказать, узнал, потому что я тоже раньше... Реклама какая-то пошла, да? Естественно, потому что я раньше тоже, когда вот с этими самоварами начинал заниматься, я искал выход на тульских мастеров. Думаю, туда я вам отправлю, чтобы мне его отреставрировали. Вот. А прямо вот Да-да-да. А наша почта, то есть туда пошли, обратно его, чтобы переслали. А когда это дело дойдет, самовар может быть совершенно... Не, зачем? Как прямо туда. В непотребном виде, да. Ну и все, и вот я так подумал, дай-ка я попробую. Ну вот попробовал, и с того момента, в принципе, стал делать. Потом одни люди, вторые, третьи, ну и пошло, и поехало. Заказали. Да, да. Ну и хобби превратилось в новую Нет, работу. хобби, это я
С дальним прицелом, потому что пока, в общем, я же задумался, чем я буду заниматься на пенсии. М. Я Нет, работал, огонь чуть-чуть боил. да, Масло, да, получал, скажем, зарплату, и на эти денежки я приобретал самовары. Ну и в итоге у меня там скопилось, наверное, их штук 100. Всяких. Сколько? Ну, 100 штук. Да, Так. где-то так они всякие разные. Кстати, этот самоварчик Пушкова Елизавета, отчество не помню. Фабрика существовала с 1850 по 1860 год. Так. То есть как раз мы пришли к оптимальному размеру, который, допустим, супруга там готовит, ну, в основном у нас субботний вариант, то есть там пирожки, ну, что-то стряпает. Да. Я А- в это время... а вы чаями занимаетесь? Да, я в это время вскипячу самовар, и все, я захожу, ну, то есть минут 15-20, она за это время постряпала, я за это время приготовил кипяточек, и все, мы красивенько сели и попили чайку, ну, и то есть вот... пирогами. И, да, и все равно, допустим, ну, выпили мы 4 стакана, ну, по 2, может быть, там, да? Остается кипяточек, и потом целый день ходишь там его, открываешь, пьешь кипяченую воду. То есть и полезно. Чуть-чуть подогрел и все. Не, подогревать никаким образом не получается. Так. Подогревать самовар нельзя. Меняется химический состав воды. Ага. Она становится мертвая вода. Ну, То есть самовар один раз вскипятил и пьешь его до и конца. пьешь. Да, если захотел горяченького, можешь слить в эту воду, залить свежую, вскипятить опять и пить чай. Так, тяжело, хорошо, Вот. ладно. Поэтому вот я про что говорю, что сейчас все постоянно этот электрический чайник, его хлоп. Каждый раз до кипячения, в итоге, когда вы уже употребляете, наверное, этот кипяток, вода становится мертвая, поэтому Не алё, да? не алё, надо его, ну немножко, ладно, чуть-чуть. Валивается, ничего Да. страшного. Что-то оно это, да. Может быть, много воды было. Вот. Поэтому надо пить постоянно. А вот это схватилось. А вот это схватилось, да. И опять же, что получается? Если вы хотите подогревать, существует комбинированный самовар. То есть внутри угольного жарового самовара установлена спираль. То есть если вы не допили чай, у вас там осталось... Как сейчас говорят, это гибридные. Правильно. Гибридные. Да. Все, включил розеточку, подогрел, пьешь. Ну, это не то. Опять Это, не то, ну, да. я не знаю. Ну, может быть, я консервативный человек, и мне кажется, что вот это... Особенно меня, да, вот раздражает. Ну, то есть вы, получается, очень щепетильно подходите. Тщательно, Тщательно, тщательнее, значит, да. тщательно, щепетильно, да. То есть, Ну, как должно быть на самом деле? ну, я не знаю, как должно быть. Я как подхожу, как я чувствую. А. Потому что вот сильно меня, как сказать, третирует, что ли, наверное, это слово подходит, когда говорит, попить чай из самовара. Так. Попить чай из самовара. Ну, как, ну, может быть, это и правильно звучит, но не знаю, мне не нравится. Ну, да, мне тоже кажется, что заварку надо отдельно делать. Да, ну может быть, Заваривать чай именно. попить Да? чай из самовара, ну, кому как нравится. Ну, пусть будет так, ладно. Хорошо. Не будем мы это. Ну, вот и все. Давайте Да, попробуем. давайте я вам принесу Давайте. свой, покажу, да? Ну, скажем, тут хвастать особенно нечем, да? Ну, куда мне лучше поставить, Ну, да, друзья? ставим, конечно. Да, вот ставим. так. Вы трубу В принесли. общем, у самовара... Что скажете про него? Ну, что, это самовар советского периода. Как мне сказали, тульский. Мне мама... А давным-давно- самовары сейчас делают в Туле. Здесь вот всегда вот люди спрашивают, какого у нас года. Вот вы посмотрите на задней части Так, станины. Давайте глянем. Вот здесь вот есть вот клейма. Клеймо. Ну, и клеймо или штампик, ну, где-то 58, 59 там, может быть, просто... Это, короче, выпуск этого самовара. Ух, да, мне сказали, где-то в 60-х годах. Да. Вот. Родители Ну, допустим, купили. я не знаю, как вот Стоял, в современных стоял. самоварах, да, но в старинных больше 100, как сказать, комплектующих, что ли, если посчитать, ну, все по отдельности, там, гаечки, там, шпильки, там, подставка, оси, в общем, набирается более 100 деталей. Самовар, его, в принципе, надо заливать вот под плечики. По горло. Да, вот ну, посмотрите, по вот вы плечи. него заливали, без этой, и вот олово-то вот оно, он чего, он смотрите-ка, этими катушками, вот, то есть он покидает уже олово. Его нельзя не подогревать, никого, ничего. Попили на хорошую компанию, скипятили, попили чайку, слили, залили, скипятили. То есть нельзя его подогревать. Допустим, опять же, в противном случае страдает эта часть кувшина, страдает вот
пайка на ручках, здесь оно... С другой стороны, пусть пострадает. С другой стороны, я знаю, если что случится, я к вам приду. Ради бога. Да, вот видите, как хорошо. Ага. Потому что, каждый Ну, раз, работы каждый много, каждый так раз, что- да, или в очередь или- стану, ничего Так, страшного. мы что-то забыли про эти штучки. Так, мы за разговорами, Да, за да, да. разговорами. Ну, это потому что для меня... ну, пусть будет так. да. Хорошо. Не, нормально, нормально. Очень хорошо. Нормально, нормально. Почти исключительно. Ну, вот так, ладно. Ничего страшного. Вот. Еще же мы их посыпем сыром, и все это дело... у нас- Сыром и на И противень, все, да? и напротив. Ну, я думаю, наверное, уже можно... Давайте-ка, наверное, ее уберем. Так, отключаем. Духовка у Сейчас, нас уже да. стоит, уже практически горячая. Достаем с вами противенек. Самовар внутри для обеззараживания воды или от, как сказать, медь, латунь, чтобы не выделяла ядовитых веществ при кипячении, покрывается полудой. Полуда делается из пищевого олова, то есть вот здесь вот. Но, в принципе, нормальный этот самовар, потому что вот если взять самовары, которые ко мне приходят с европейской части России, там вода у них ужас. Там спалец накипи, и ее бывает даже механически не снять, не говоря уже о химических каких-то реактивах. Здесь же можно просто, я думаю, с лимонной кислотой прокипятить, и он будет опять чистенький, беленький. Но для чего это? Ну, не знаю. В принципе, живой рабочий самовар. Налили воду по плечики. И Или вскипятили. по плечи, нет. Ну, смотря кто как растапливает. Ну, это, в принципе, то же самое, что растопить печь. Я думаю, печь, наверное, растапливать у нас люди умеют. Ну, вот я как, допустим, делаю. Если есть это самое береста, Ножичком можно? да, значит, можно Давайте, я это вам самое, помогу. Вот так. бересту зажигаем, внутрь кидаем, пока береста разгорается, мы там добавляем с вами, скажем, энное количество щепочек тоненьких. Ну, вот как вы растапливаете, вы же не сразу, в общем, лучинками. Лучинки разгорелись, еще опять добавили там для интенсивного горения. Вот. Потом уже, когда хорошо разгорелись, я добавляю... Ну, я предлагаю все-таки показать нашим телезрителям, как это все Да. делается. Но Ну, я сейчас расскажу теорию, а потом мы им покажем хорошо. практику. Хорошо. Добавляю, допустим, уголь древесный. Почему уголь, а не дрова? КПД больше и горит Во-первых, дольше. да, Горит дольше. допустим, он состоит из 95% углерода, это основное топливо. Дрова же у нас с вами... Так, кстати, надо еще посыпать сыром сверху. Так, Дрова сыр же, готовый стоит. да, это как это воздух. Они сгорают, и от них толку нет. Опа, ну ничего. Вот. Опять же, получается, когда дровами топят, весь жар в верхней части самовара у трубы. Уголь, когда горит, он нагревает снизу воду. Дрова здесь, вот еще, может быть, замечали, когда вы самовар затопили, отсюда вот такое пламя. Да. А если еще поставить трубу, то будет вот такое пламя. То Да, есть она- весь жар Тяга будет лучше. выходит в трубу. Нет, он не нагревает самовар, он сгорает, улетает вверх. Ну, КПД На. меньше. Да. И опять каждый раз снимать трубу, смотреть, подбрасывать. В общем, ну, неблагодарный процесс. Заполнили его горючим, ну, когда он уже разжегся. И сидим с вами, беседуем, ждем, когда он у нас с вами скипятится. Так. Все, минут, ну, там, 15-20 максимум, может быть. Ну, вот так, наверное. Да, вот так, да? Да, вот так вот, чтобы побогато. Богаче. Да. Дорого-богато. Ну, еще осталось. Да, еще осталось. Не, ну это сильно много. А, это много, да? Ну, я не знаю, ну вот так Ну, вот. я тоже не знаю. Нет, ну, Ну, как не, бы, ну у на нас- вкус и на цвет, ну он же все равно растает, ну, растечется. растает, куда он денется, ну? Ну, ради бога, вот так. Да, у нас будет как пицца Так, итальянская. все, значит, мы их чуть-чуть поджарили, то есть первичная термообработка. Потом ставим в разогретую духовку до 180, 20, 200 градусов. Да, она так и стоит. Да, на 15-20 минут. Ну, как чтобы, растаяло и зарумянилось, да. Ну, я думаю, да, еще будет. Так, что она, как, насколько печет? Вот, наверное, вот сюда, да, повыше? её? Да, 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 да. Ну, вот так вот. Фигачим. Все, ну вот в это время, пока у нас с вами доходят медвежьи Самовар. лапки, мы с вами растопим самовар. 160 лет аппарат, и он порадует нас с вами
кипяточком, то есть При правильном использовании Да. еще, и еще и детям останется. еще и столько им, же, да. мне так кажется. Да. Ну что ему будет? Железо, Да. железо. Вот, Да? ну давайте вот подвинем его чуть-чуть поближе. Вот. Дайте, пожалуйста, вон дощечку, чтобы не на столе стояла. Вот это, да? Да, плоскенькую, ну, с нее стряхнуть. Вот. Так, мы с нее стряхнем. Ну я, допустим, на крыльце кипячу там, все равно там деревянная поверхность, ничего страшного. Ну, жар же вниз не идет? Не идет. Не идет. Ну, не Да. должен, точнее. Да, вот, допустим, этот самовар у меня, да, он называется модель ваза, потому что, видите, он Ну, такой. похоже на вазу. Да. На Ну, кубок кто похож. кратер называет его, кто еще. Самовар бесподдувальный, то есть шея, как таковая на самоваре, здесь нету просечек, через которые подается воздух для горения топлива. Вот как вот здесь, да? Вот здесь, да, допустим. Ну, различается, допустим, два вида самоваров. Есть еще двухподдувальные, то есть вот такая решеточка еще снизу. Ну, там как... Ну, разные конструкции. Ну да, люди, потому что старались, чтобы у них покупали самовары, была конкуренция. И такие, и эдакие, да? Ой, и такие, вообще есть такие самовары, знаете, там, короче, к ним не подступишься. Там цена бешеная. Ну, это Маликова или еще, чем первый самовар. Вот, допустим, самовар. Ваза на пятках. Видите, у них, допустим, кругленькие штучки, как пяточки. Не просто там летая штампованная нога, а вот такая. То есть они отдельно у нас... Откручивается. Да, вот. Так. А, и можно регулировать себя еще, как бы это, Да, баланс, да? но не нужно. Не нужно. Не нужно, потому Так. что просто сломается резьба, будете подумать. Они изначально, если на заводе делали, на фабрике, выравнивали, может быть, путем подтачивания или еще что-то. Ну, в общем, делали ровная поверхность. люди исключительно, да. Опять же, допустим, в этом самоваре, допустим, хочу вам показать верток, ключ, ветка, как кому нравится называть. Это дело кран, Такие это ветка. словечки. Да. Ага. Ну, чтобы люди не путали, а то пишут там кран. Продаю кран. Ну, интересно, вот, ну, где здесь краны, я не вижу. Кран, в принципе, вот. Вот на этом самоваре присутствует вот такая зольная пластинка. То есть она у нас просто... Откручивается Нет, и она, вот, она, в сторону. она просто снимается. Вот такая дырочка есть. Ну, при желании можно снять чашечку, высыпать пепел. высыпать, прочистить. Да, вот здесь получается, видите, он бесподдувальный, то есть подача воздуха происходит вот через вот эти вот, Прощелины. да. Все, она туда идет, вниз, смешивается с топливом, с горючим, и все, она, как сказать, начинает гореть. Так, ну давайте тогда что? Начинаем. Берем самовар, ставим. Ну, так немножко встал. Да, ну это так вот. Можем, в принципе, на тот краешек. Или это. Не, это самое. Чуть-чуть не А, ну, в принципе, подождите-ка. Не, там Нет, плохо ладно. будет. Ага. Да пусть стоит, ничего. Водичку заливаем. Давайте. Водичка где наша? Вот она, Берем водичку. водичка. Еще что хочу сказать. Вот, видимо, ну, попадаются мне самовары местные, скажем, все равно же привозили самовары в Якутию в старину. Они чистые, потому что вода у нас здесь исключительная. Ну, конечно, была 80-е Вы годы. сказали, по плечи же, да? Еще закрываем, да. Наливаем полную, еще, не стесняйтесь. Еще. Замечательно. Так. То есть можно было из лодки зачерпнуть кружечку воды и попить, и ты был здоровый и красивый. А теперь даже, наверное, из крана попьешь и думаешь, что же я выпил? Или я выпил, или попил. Так, Или попил. да, водички мы залили, ставим крышечку. На крышечке присутствуют хватки. Ручки? Хватает за них. Так, ладно. Не, ручки это у нас вот. Все, понятно. Это хватки. Хватки. Это не хватает. Ну, не буду Да. спорить, конечно, вам видней. Простой хваток тоже, вот посмотрите, состоит из раз, два, три, 4 детали. То есть Витюк. гвоздик основной, как его называют, хваточек деревяшечка, ну или шишка, подшишка и Болт. гаечка. Гаечка, болт. Да, она А, обязательно гаечка. должна быть облучена, то есть, видите, все покрыто, допустим, оловом, чтобы мы не отравились. Луженая, ну, Да, здесь вот нет ложения, то тут есть. Ну и паровичок вот. По Ставим которому, крышечку. по которому поет. Да, Потом. вот.
теперь мы с вами берем для розжига что-то такое. Да, то, что вы принесли с собой. Бересту, да, сказали? Еще присутствует, да, ну, допустим, в комплекте к самовару, скажем, идет конфорка для чайника. Которую сейчас пока не надо. Да, и Вот тушилка. тушилка. Вот. Регулировать. То есть, ну, опять же, когда самовар закипел и кипит, мы же его с вами не занесем домой, чтобы он горел. Мы ставим. Так, подожди, нам что-то подсказывает. Вот это мешает? И тут, посмотрите, она там сгорела, может, у вас. Иду. Кстати, вот, нам подсказывает. У нас, кстати, Я здесь... говорю, как с самоварами все это, короче, я... Да-да-да. Вы же говорили, что это едой занимается супруга, а вы самоварами. Да. Ну, уже пока рано, по-моему. Еще 5 минут. Мы подождем, пока они у нас Спасибо. подрумянятся. Да, Да. подрумянится. Все, воду залили. Воду залили. Приступаем к розжигу. Ну, Да. вот у меня, допустим, есть такая Ну, у вас все профессионально, сосуд, конечно. да. Здесь я храню уголь древесный. Вот сюда можно поставить. Бересту собираете? Бересту, да. Сухой. Вообще, допустим, видимо, я оставил в машине. Или да? Что у нас? Держи. Здесь вот в моих сумках, допустим, ну, я разжигаю... А, вон ту коробочку можно? Да, черную. А, это что-то такое. Да, ну я вот, допустим, делаю так вот. Ну, можно, допустим, запалить Благодарствую. бересту, там добавить щепок туда-сюда. Вот. Ну, я делаю вот, беру сразу уголь. Ух ты, это вообще у вас тут, да. Ну, вот, сейчас мы покажем. Допустим, углем заполняю вот где-то так вот, чтобы насколько там хватило. Еще, опять же, вот говорят, топить шишками. Ну, запах пошел. Не все шишки залазят в это отверстие, потому что Ну, есть такие хорошие здоровье, шишки. ну. Да. Опять же, от шишек смола. Смола оседает на внутренней части кувшина, А потом чистить, да? забивает. Нет, она уменьшает теплопроводность. Мгм. Еще мне говорят, топить шишками, ну вот у вас много шишек, да? Мне бы просто хотелось ради эксперимента посмотреть, сколько вы сожжете шишек, чтобы вскипятил это. Да, то есть можно, наверное, почистить территорию, чтобы закипел самовар. В наших магазинах продаются всякие разные вещи для розжига каминов. Ну, типа Ну, рожек. камин, в принципе, тот же самый. Но у вас натуральный, не просто то, что там жидкость налили. Нет, естественно. Это дело, там, сосновая, наверное, стружка, пропитанная воском. Мгм. То есть мы можем с помощью ее и печку разжечь, ну, вместо бумажки там или еще чего-то, да, когда подкладываем. Я просто делаю, вот, когда, допустим, Осторожно, тут горячий да, пар. зимой на улице не потопишь, а в гараже вот так вот я заливаю его, беру такую штучку, она называется ежики для розжига печи. Есть, допустим, Ну, прямо написано древесные роллы. ну или пусть будет, роллы. ну ежики было. вообще. Ёжики. Да, все, я его запаливаю, он загорелся. Она махом горит. И желательно, конечно, нам его сразу это самое закинуть, потому что при повторном розжиге самовара у вас не получится, потому что тот поток, он не дает загореться. Ну, вот такая у меня, допустим, нехитрая труба. Не надо делать метр-два там ее вот. Этого достаточно для тяги. Но сейчас мы немножко подождем, пока она разгорится. Давайте. Потом добавим. И все. И сидим с вами, беседуем. Беседу. Да, может, посмотрим, что там у нас. Да, глянем. Ну, Не сгорело. Да-да-да. Ну, ладно, мухи прилетели, значит, готово. Значит, готово, да, уже на запах идут. Как? Ну, я бы, конечно, вытащил, уже начал бы кушать. Да? Но, может быть, еще чуть-чуть. Ну, давайте. Давайте Да, еще ну, чуть-чуть. всё. Только Так. самое главное не забыть. Самовар пыхтит, Пыхтит. уходить не велит. Видите, какой напор идет? А может, мы в кадр покажем, как он у нас Да, там? вот. Оба, Оба! Ну все. Уже все. видно? Видно все. Давайте заварим мы с вами Всё. чай. И вот, смотрите. Отлично, мне Ну, кажется. приемлемо. Ну, да. как приемлемо, мне кажется, вообще отлично. Так. Что же получилось, да? Но вообще-то что-то мягкое. А вы вообще часто готовите такое? Ну, не то чтобы, но я могу себя накормить. Она тоже в меру. Даже говорить ничего не хочется. Просто стоим. Не, картофель хороший, смотрите, как крышка. Угу. Чайку обязательно. Чаечку. Еще, уважаемые телезрители, посоветую самовар храните в
теплом месте, там где-нибудь, не на улице, не надо. А, ну чтобы температурные Нет, колебания дело в сильные. том, что олово имеет такую способность, как она называется, оловянная чума, то есть при минус 15 градусов она начинает разрушаться. И потом, когда вы весной захотите вдруг истопить самовар, он у вас может побежать. И вам опять нужно будет идти ко мне. И Игорь Кудрявцев и Петр Цыпандин, как обычно, на канале Якутия-24. На этом мы потихоньку с вами прощаемся. Ну, Игорь, мы с вами не заканчиваем. Мы уходим за кадр, продолжаем кушать, пить и Да, пробовать чай. Причем аппетит разыгрался. Да. За ваше здоровье, друзья. Настоящий чай из самовара. Очень вкусно. Да. Очень вкусно.